Желали когда-нибудь начать путешествовать во времени? Экспозиция «Двор нашего детства» дает такую возможность. На выставке наши родители смогут вспомнить юношество, а современное поколение узнать, что ели, во что играли и что слушали наши родители. Гора новостей приехала в музей истории Уфы. Экскурсии есть на любой возраст. Мы попали на ту, что проводится для школьников. Началась она с того, что экскурсовод рассказал, как формировалась Уфа, как раньше выглядел наш город и что стояло на месте нынешнего монумента дружбы. Ну и, конечно же, много чего еще. Игорь, что тебе больше всего запомнилось в музее? Мне запомнилась карта города, первоначальная карта города Уфы. Как ты думаешь, для чего нужны такие музеи? Чтобы узнать много нового и знать нашу историю города. И я узнала то, что наш памятник Салавату Юлаеву одним из самых больших в России. Как ты думаешь, для чего вас привели в этот музей? Чтобы мы знали нашу историю города и узнали много большего. Сама выставка об СССР началась с полного макета квартиры тех времен. Представлены две комнаты – спальня и кухня. На макете кухни показан один из самых популярных дизайнов квартиры того времени. Ну а такой холодильник 100% стоял или стоит у вашей бабушки. Продуктовый набор того времени сильно отличался. Нету привычных нам йогуртов, шоколадных батончиков и нашего любимого фастфуда. Расскажи, чем примечателен этот музей? Тем, что рассказывает о жизни Уфы, начало этой Уфы, начало нашего города. Расскажи, зачем современным школьникам знать историю своего города? Для того, чтобы получать всякие знания, чтобы рассказывать своим детьми, чтобы хорошо сдать всякие экзамены. Какой экспонат тебе больше всего запомнился? Больше всего экспонат мне запомнился, это вон там чебурашка и вот этот вот холодильник. А почему? Потому что всякие предки, потому что мне мама рассказывала то, что как моя бабушка, прабабушка жила. Игрушки в то время тоже были весьма необычными. Современный подросток даже не сразу поймет, как ими играть. И даже несмотря на это, ребятам двора не бывало скучно. И у любого юного вояки обязательно было свое оружие. У кого-то это целый набор палочек, у кого-то пистолет из бутылки белизны. Для нас сейчас это может показаться мусором, но для детей того времени это целая игра в войнушки. На выставке я смогла узнать, как провели время мои родители с пеленок и почти до юношества, что ели и во что играли, а также поучаствовать в главных забавах двора СССР. Эвелина Семенова, Вахид Халимов специально для Горы новостей.